Включите нас чуть-чуть погромче в прямом эфире новостя. Вокруг микрофона расселись Макар Марковкин и Степан Сундуков. Здрасте. От удовольствия кряхтя передаем последние новостя. Международные новостя. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как будут развиваться отношения Альянса с Россией. Это что, Альянс решил отменить двойные стандарты и действовать в рамках международного права? Вроде нет. Тогда о каких отношениях вообще может идти речь? По итогам заседания Совета Россия-НАТО Столтенберг заявил, что разногласия между блоком и Москвой по Украине и европейской безопасности носят глубинный характер. Ну, отказ принимать очевидные факты всегда приводит к разногласиям. Он добавил, цитирую: «Многие наши члены не согласны с позицией России, которая считает происходящее на Украине гражданской войной. На самом деле, Россия дестабилизирует ситуацию, предоставляя сепаратистам помощь деньгами, снаряжением, боеприпасами, а также военными советниками». И доказательствами. Что? Я говорю, доказательствами нужно подкреплять такие громкие обвинения. Российские новостя. Минфин России обсуждает введение обратной ипотеки. А может, не надо? Люди с обычной-то ипотекой не знают, как справиться. Смысл обратной ипотеки в том, что государство будет платить гражданам взамен получения в госсобственность их имущества. А, вон оно что. То есть в Минфине хотят, чтобы россияне вообще перестали работать? Предложение может стать одной из мер адресной социальной поддержки граждан в рамках борьбы с бедностью. Получается, по итогам, бедный человек с долгами и жильем станет нищим без долгов и жилья. Здорово. Стране свое жилье дать и жить на компенсацию. Тогда зачем же столько лет была приватизация? Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостям.